республиканского радио ТТ. В прямом эфире отчет правительства за 2021 год по блоку развития территорий. И у нас сегодня в студии Михаил Викторович Никифоров, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Доброе утро, уважаемые телезрители. Также по рекомендациям Управления Роспотребнадзора, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в отдельном помещении у нас работают руководители исполнительных органов государственной власти. Александр Павлович Атласов, министр сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Владимир Николаевич Черноградский, министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Максим Геннадьевич Карбушев, исполняющий обязанности министра предпринимательства, торговли, туризма Республики Саха-Якутия. Петр Лукич Петров, руководитель департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия. Уважаемые жители республики, мы будем работать в прямом эфире в течение 1 часа 15 минут. Также по линии ВКС с нами сегодня работают руководители структурных подразделений подведомственных учреждений тех министерств, которые курирует заместитель председателя правительства Михаил Викторович Никифоров. И сегодня мы будем говорить о работе за прошлый год, планах развития села, аграрном секторе, традиционных отраслях, развитии Арктики, предпринимательства и туризма, торговли, общественного питания и ветеринарии. Надеемся, что во время эфира все жители республики смогут задать интересующие вопросы и, самое главное, получить исчерпывающий детальный ответ от руководителей республиканских органов власти. У нас работает колл-центр и наш корреспондент Любовь Гоголева на прямой связи. Доброе утро, участники эфира, коллеги. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы принимаем вопросы и предложения по номеру телефона 320111, код города Якутска 4112. Качество жизни на селе и арктических территориях, государственная поддержка аграриев и предпринимателей – это актуальные для нас с вами стороны жизни и волнуют всех. Поэтому мы надеемся на живой обмен мнениями. Можете озвучить свои вопросы на русском и якутском языках. Более актуальные будут озвучены во время прямого эфира. Дмитрий? Спасибо, коллега. И напоминаю, что наша программа выходит в прямом эфире телеканалов НВК Саха, Якутия-24 и республиканского радио ТТ. Итак, мы начинаем нашу работу, и в начале первого блока мы предлагаем посмотреть видеосюжет, подготовленный нашими коллегами, об итогах года по курируемым отраслям зампреда правительства республики Михаила Никифорова. Внимание на экран. Несмотря на сложный год, в агропромышленном комплексе отмечаются положительные тенденции. Объем производства сельхозпродукции составил 27 миллиардов рублей. Введен новый механизм господдержки. Субсидия в размере 35 тысяч рублей за каждую корову. Выросла ставка субсидии на молоко. Увеличивается поголовье крупного рогатого скота, лошадей, оленей, свиней и птиц. Заготовлено 60 тысяч тонн сырого молока. Увеличилось поголовье якутского скота и достигло более 2000 голов. В 3 улусах введены новые коровники для разведения якутского скота. 506 миллионов направлено на субсидии и гранты для поддержки тружеников села, молодым фермерам, малому и среднему бизнесу на селе, коневодам, животноводам, оленеводам и пищекомбинатам. 275 миллионов выдано займами сельхозтоваропроизводителям на расширение производства. План по завозу продовольствия в арктические и северные районы выполнен в полном объеме. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» введены 7 внутрипоселковых газовых сетей. Завершено строительство школы-сада в Чурапчинском, спортивно-оздоровительного комплекса в Сунтарском, детского сада в Хангаласском улусах. Введены жилые дома для молодых специалистов в Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском улусах. Комплексная застройка жилого квартала Сайды на 32 участка завершена в Чурапчинском улусе, а в Намском улусе стартовал крупный проект на 50 домов. Созданы торгово-логистические центры в Абыйском и Устьянском районах. Осуществлено 2 раза больше зеленых рейсов, чем предыдущие годы. Началось новое промышленное освоение Янской группы улусов. Это разработка крупнейшего месторождения золота Кючус и оловянного концентрата ручей Теряхтях.
Строится участок дороги Яна, который соединит Верхоянский район с центральной Якутией. Ликвидируется хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики. В Тиксе стартовал федеральный проект «Чистая Арктика». Вывезено 300 тонн металлолома. В Среднеколымском и Абыйском районах введены врачебные амбулатории, школа-сад в Оленёкском, детский сад в Нижнеколымском, культурно-спортивный комплекс в Верхнеколымском районах. Завершены прокладка волс в Оленёкском районе и реконструкция аэропортового комплекса в Жиганске. Расширена программа субсидирования авиабилетов между арктической зоной и Якутском. Утверждена концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов севера Якутии до 1935 года. На федеральном уровне поддержана инициатива республики «Проект Дети Арктики». Впервые за историю республики количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 100-тысячный порог. А число социальных предпринимателей возросло в 2 раза. Выдано льготных займов на 325 миллионов рублей. Общий объем кредитов, выданных под поручительство, составил 1 миллиард 800 миллионов рублей. Подписано 23 экспортных контракта на сумму более 5 миллионов 500 тысяч долларов США. Более 33 тысяч консультаций проведено центрами «Мой бизнес». Центры дополнительно открылись в 4 районах. Особое внимание уделяется развитию туризма. Маршруты «Открой неизведанную Якутию», «Активный тур» и «Дыхание северной земли», путешествия на полюс холода вошли в топ-30 лучших маршрутов России. По итогам прошлого года туристский поток составил 115 тысяч человек. Эпизоотическая ситуация по республике стабильная. Зарегистрировано 35 неблагополучных пунктов, в них установлен карантин. Исследования проводятся в 27 ветеринарно-испытательных лабораториях. Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» позволила отслеживать продукты питания на всей цепи производства и перемещения до точки реализации. 60 миллионов рублей направлено муниципалитетам на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев. Спасибо нашим коллегам. Михаил Викторович, мы посмотрели хронологию событий, как выполнялись задачи, поставленные федеральной и региональной властью. Что из сделанного в прошлом году вы лично считаете наиболее значимым? С какими трудностями столкнулись те отрасли, которые вы курируете? Какие успешные проекты смогли реализовать? Удалось ли улучшить жизнь жителей республики? Спасибо, Дмитрий. Ну, прежде всего, я бы хотел поблагодарить традиционно всех работников агропромышленного комплекса, ветеринарной отрасли, предпринимательства, торговли и, туризма. Я бы хотел начать, кроме того, что было в ролике, начать с малого и среднего предпринимательства, национальный проект, который мы ежегодно отрабатываем. Сегодня по данной части хотел бы отметить, что у нас есть один показатель, это численно занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. И в этом направлении мы достигли таких небывалых успехов. Если у нас по итогам года планировалось 98 300 занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, то по итогам года у нас данное число составило 116 787 единиц, что перевыполнение составило более 16%. Это первый показатель. Второе, хотел бы отметить, что по данному направлению мы обеспечили 38 начинающим фермерам гранты начинающим фермерам на сумму 127 миллионов рублей. И здесь ими создано 45 рабочих мест. Хотел бы остановиться на комплексном развитии сельских территорий. В ролике она была чуть представлена, но комплексное развитие сельских территорий — это такая программа федеральная, которая Республика Саха-Якутия участвует со дня основания, начала, и мы сегодня занимаем первое место в Российской Федерации по объему финансирования данной программы. Если в 2020 году федеральное финансирование составляло более 1 370 миллионов рублей, то по итогам 2021 года она составила на сумму 1 822 миллиона рублей.
И вот, как было сказано, мы очень много объектов ввели уже по итогам 2021 года. Хотел бы остановиться на жилых домах. Всего было 24 жилых дома было введено на общую площадь по 1500 квадратных метров. Значит, обеспечена комплексная застройка, значит, в Чураптинском и Намском районах. Объекты социального назначения, это школы, сады, детские сады, ну и, соответственно, спортивные комплексы и обеспечены значит, этих объектов здравоохранения. Хотел бы остановиться коротко по арктической территории, что было нами сделано в прошлом году. Во-первых, это в первую очередь это доставка продовольствия в Северно-Арктический район, особенно по труднодоступным нашим населенным пунктам. И вот, как было показано, мы обеспечили в 2 раза увеличение зеленых рейсов в Северно-Арктические районы. Но вы видели, наши жители видели, мы не только увеличили, во-первых, объем, но и применили новые методы доставки зеленых рейсов, в том числе даже вот в Аллайховском районе у нас было доставлено продукты даже парашютами. Но это нет хорошей жизни, потому что в дальнейшем мы должны прорабатывать в населенных пунктах строительство площадок, но это работа уже в будущем. И, соответственно, хотел бы еще остановиться на том, что в прошлом году начато строительство торгово-логистических центров. И нами обеспечено строительство и ввод в эксплуатацию 2 торгово-логистических центров. Это в Абыйском районе, поселке Белогоря, и в Усть-Куйге, в Усть-Янском районе. И оборот этих торгово-логистических центров, конечно же, уже дает о себе знать. И считаю, что в будущем мы до 2025 года во всех 13 северных арктических районах должны обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию торгово-логистических центров. Хотел бы остановиться на этнологической экспертизе. Ну, вот, в части данного направления Республика Саха-Якутия сегодня является единственным субъектом, который значит, обеспечивает этнологическую экспертизу в рамках оценки воздействия на этнологическую среду. И в прошлом году было проведено 13 таких экспертных работ, и на сумму всего сумма оцененного ущерба составила где-то порядка чуть более 100 миллионов рублей. Это суммы, они получают наши коренные малочисленные народы Севера, в основном, которые традиционно занимаются своими, значит, работами, которые занимаются оленеводством, рыболовством, ну и так далее, так далее. Здесь бы хотел бы отметить, что данная работа, она будет продолжаться, и она еще будет усиливаться. Одним из значимых проектов, считаю, это претворение в жизнь проекта «Дети Арктики». Республика Саха-Якутия была инициатором данного проекта. Здесь я бы хотел отметить не только работу правительства Республики Саха-Якутия, но и наших депутатов Государственного собрания Илтумен, ну и наших, конечно же, депутатов Государственной Думы и Федерального собрания, которые непосредственно помогли. И в этом направлении мы уже, начиная с 2022 года, будут увеличено финансирование по выезду детей из арктических северных районов на отдых и оздоровление. А сумма будет увеличена практически в 6 раз. Также хотел бы, самое главное, остановиться на отрасли сельского хозяйства. Вы все знаете, уважаемые жители, с прошлого года, 2021 года, начата реализация новых механизмов поддержки развития сельского хозяйства. Полномочия переданы, значит, муниципальным образованием. Это первый этап был. В основном, как было сказано, это на поголовье личных подсобных хозяйств, на маточное поголовье по 35 тысяч рублей. Субсидирование молока была увеличена ставка с 35 рублей до 50 рублей. И вот по итогам прошлого года 9717 значит, личных подсобных хозяйств воспользовались субсидиями на маточное поголовье по 35 тысяч рублей. Это очень большая сумма, порядка 1 300 с лишним миллионов рублей. Ну и в итоге, по предварительным итогам на 1 января
2022 года у нас поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило порядка 178 тысяч голов, в том числе коров 74,5 тысячи. И здесь мы наблюдаем увеличение к уровню 2020 года на 3,3%. Хотел бы отметить и увеличение поголовья лошадей, и она составила 182 тысячи, оленей 162 тысячи и свиней 18 с лишним тысяч, и у нас птиц 828 тысяч голов. Конечно, оказываем господдержку в том числе и по приобретению сельхозживотных, по строительству коровников, канибас, ну и так далее, так далее. Всего в прошлом году было построено порядка 10 коровников. Они были введены в Верхневилюйском, Намском, Мегинокангаласском, Татиском, ну и других тоже муниципальных образованиях. По решению главы у нас создан фонд агропромышленного комплекса на базе акционерного общества ФПК «Тоймада». И по данным фондам у нас выдаются займы сельхозтоваропроизводителям на поддержку своих отраслей, и порядка где-то более 275 миллионов рублей выдано нашим сельхозтоваропроизводителям. Хотел бы отдельно остановиться на помощь села Бескёль. Это, естественно, наша трагедия в прошлом году. И вот пострадали и наши сельхозтоваропроизводители. И из фонда, резервного фонда Республики Саха-Якутия была поддержана и направлена более 61 миллиона рублей. И мы построили за очень короткое время, 1,5 месяца, коровник на 100 голов крестьянского фермерского хозяйства «Атамай» и 9 коровников личным подсобным хозяйством. Далее осуществили поставку живности тем пострадавшим нашим сельчанам, которые потеряли свою живность именно в этих пожарах. Ну, вообще, прошлое лето для нас, для сельчан, было очень трудное лето, пожары, засуха и так далее, поэтому по кормозаготовке, по итогам летней кормозаготовительной кампании нами было заготовлено всего 84% от плановых объемов, и мы вынуждены были обратиться к нашим соседям, в том числе Забайкальскому краю, Амурской области, Магаданской области, чтобы была осуществлена поставка грубых кормов на территорию Республики Саха-Якутия. Сегодня считаю, что данная работа в принципе ведется непосредственно Министерством сельского хозяйства и муниципальным образованием нормально, и мы зимовку скота проходим более-менее устойчиво. Далее здесь хотел бы отметить еще помощь нашего федерального министерства сельского хозяйства, которое оказало нам из резервного фонда правительства Российской Федерации помощь на 129 миллионов рублей на приобретение кормов нашим организованным хозяйствам, которые занимаются сельским хозяйством. Ну и не забываем здесь, конечно, отрасль нашу, одну из таких основных отраслей, это ветеринарная отрасль. В прошлом году была сделан такой огромный шаг в части разработки стратегии развития ветеринарной отрасли до 30 года. Данную стратегию совместно с Департаментом ветеринарии отработала Центр стратегических исследований при главе Республики Саха-Якутия, она была рассмотрена на стратегическом совете. Сегодня проходит согласование, и надеемся, что в ближайшее время будет она утверждена, и мы будем дальше работать по данному направлению. Эпизодическая ситуация в республике сегодня остается стабильной. Здесь хотел бы остановиться на том, что система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» позволяет отслеживать продукты питания от цепи производства до конечного потребителя. Хотел бы остановиться на одном примере. У нас в прошлом году из центральных регионов Российской Федерации была поставлена зараженное мясо африканской чумой свиньи, где-то объемом порядка чуть более 2 тонн, которая была отслежена, здесь задержана, и она практически была уничтожена. Поэтому система «Меркурий», она сегодня дает нам обеспечивать безопасность наших жителей. Одним из проблемных вопросов, который сегодня она стоит особняком, это федеральный закон 498 в части обращения с безнадзорными животными. Но эта проблема, она остается сегодня до сих пор. Федеральный закон
Если прямо говоря, закон еще требует доработки, поэтому те проблемы, которые были и у нас в городе Якутске, и на других субъектах Российской Федерации, она остается сегодня актуальной. Здесь бы хотел бы отметить, что проблема отсутствия приютов в наших муниципальных образованиях, она сегодня остается, но при всем при этом департаментом ветеринарии осуществляется, подписывается соглашение со всеми муниципальными образованиями и направляются субвенции на осуществление мероприятий по отлову и так далее. Вот, согласно закону. Сегодня, в прошлом году, сумма была обеспечена порядка 60 миллионов. Ну и хотел бы еще остановиться на малом и среднем предпринимательстве. Вот правительством продолжена работа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Эта отрасль у нас в связи с пандемией очень сильно пострадала. Здесь мы это прекрасно понимаем. Но при этом хотел бы отметить, что эффективность принимаемых решений может свидетельствовать увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Я отметил, что их сегодня чуть более 117 тысяч единиц. И у нас количество субъектов МСП составило всего 40,5 тысяч единиц по сравнению с прошлым годом, увеличение на 6%. И у нас в этом направлении произошло увеличение, прирост субъектов МСП. Например, хотел бы остановиться на сфере торговли. Это 10 085 единиц, 10% увеличения. Строительной отрасли 372 единиц, это 7,2% увеличения. И сельское хозяйство 283 единицы, увеличение на 8,5% увеличения. Ну и, соответственно, хотел бы остановиться очень коротко вот по сфере развития туризма. Мы в прошлом году подписали соглашение с акционерным обществом корпорации «Туризм РФ» и в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». И вот, значит, будем работать по планированию туристических маршрутов на территории Республики Саха-Якутия. И, значит, в прошлом году получили у нас 16 субъектов малого предпринимательства, получили поддержку от Министерства предпринимательства на реализацию своих проектов по развитию внутреннего туризма. Ну и в конце хотел бы остановиться, что мои коллеги, руководители органов исполнительной власти, в своих выступлениях, конечно же, еще дополнят меня. У меня коротко все. Спасибо. Спасибо. И хотелось передать слово руководителям органов власти, которые входят в блок развития территории. Александр Павлович, в сельском хозяйстве прошедший год стал, можно сказать, знаковым. По стратегическому указу главы республики Айсея Николаева начата реализация новых механизмов господдержки личных подсобных хозяйств. Увеличены ставки субсидий молока с 35 до 50 рублей за литр. Личные подсобные хозяйства получили небывалую поддержку. Все эти меры дают ли результат? Доброе утро, уважаемые телезрители. У вас телевизор. Спасибо за вопрос. Да, как отметил заместитель председателя правительства Михаил Викторович, да, необходимо отметить, что это был лишь первый год реализации новых механизмов, первый этап. По поддержке маточного поголовья данной поддержкой, как было сейчас озвучено, воспользовались 9717 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Им выделено более 1 миллиарда 245 миллионов рублей, что является существенной прибавкой доходам селян. Это первый момент. И второй момент также, как показывает оценка на 1 января 2022 года, поголовье коров увеличилось на 2400 голов, это на 3,3% по сравнению с началом 2021 года, это больше. В том числе поголовье коров населения на 6% увеличилось. Отмечу, что за данными личными подсобными хозяйствами была сохранена возможность сдавать излишки молока. Этими механизмами тоже воспользовались наши личные подсобные хозяйства. Тем самым они тоже получили дополнительный доход.
По увеличению ставки субсидий на молоко всего по всей республике заготовлено, надоено 158 тысяч тонн, 60 тысяч тонн, это тысяч тонн молока заготовлено, а в том числе 57 тысяч тонн за счет, с помощью господдержки. На эти цели тоже выделено порядка 2 миллиардов 845 миллионов рублей. Вот эти моменты тоже отразились на выполнении наших параметров. Мы заготовку молока перевыполнили на 5%. То, что касается второго этапа, тоже сейчас было озвучено, по поручению главы Айсена Сергеевича тоже мы с этого года начали второй этап реализации нового механизма. Это на заготовке сельхозпродукции. Мы должны заготовить в этом году более 5000 тонн зерна, более 2800 тонн это овощей открытого грунта и порядка 7000 тонн картофеля и где-то 900 тонн мяса крупного рогатого скота и лошадей. На эти цели тоже предусмотрены в этом году более 214 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены для выполнения госполномочий нашим этим местным самоуправлением. Вот такие работы ведутся, и вот такие промежуточные у нас итоги. Спасибо, Александр Павлович. И следующий вопрос я адресую Владимиру Николаевичу Черноградскому, министру по развитию Арктики и делам народов Севера. В прошлом году по инициативе главы Республики Айсена Николаева была разработана и утверждена концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2035 года. Одним из первых ощутимых шагов стало создание торгово-логистических центров поселка Белая гора Абыйского района и Усть-Куйга Устьянского района. Владимир Николаевич, главной целью стратегии является улучшение качества жизни северян. Что удалось достичь в этом направлении в прошлом году? Доброе утро, уважаемые телезрители. Да, в прошлом году, особенностью прошлого года являлось это начало реализации ранее принятых стратегий развития арктической зоны России, принятая президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и стратегия развития арктической зоны нашей республики, принятая указом главы нашей республики. Компанией «Росатом» по прошлом году выбрано место и проведены общественные слушания. Это поселок Усть-Куйга Устьянского района. Там будет стоять атомная станция малой мощности Ритм-200Н мощностью 55 мегаватт, которая даст мощный толчок развития Янской группы улусов. Уже начато в прошлом году строительство дороги продленного действия Тополиная-Барлас. Это тоже инфраструктурные проекты, которые дадут толчок развитию именно Верхоянского и Устьянских районов. В прошлом году нам удалось построить 2 торгово-логистических центра. Это поселок Белая гора и поселок Усть-Куйга Устьянского района. Нам это позволило оптимизировать логистику, увеличить завоз овощной продукции. И этот проект получил федеральную поддержку. Мы по плану должны до 2025 года во всех арктических районах построить такие торговые логистические центры. На эти цели выделено с федерального бюджета около миллиарда рублей. В начале нулевых годов именно научным трудом Василия Афанасьевича Роббика и Института по проблемам коренных малочисленных народов было принято впервые у нас в России принята концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов того времени. И нам в прошлом году правительством принята новая концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. Спасибо. Следующий вопрос в адрес исполняющей обязанности министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Максим Геннадьевич,
Несмотря на пандемию и ее последствия, у нас наблюдается рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4 тысячи человек, что составило порядка 6%. Какие меры поддержки привели к такому положительному результату? Доброе утро, уважаемые телезрители. Спасибо за вопрос. Ну, действительно, пандемия очень сильно ударила по сфере малого и среднего предпринимательства, и поэтому были разработаны достаточно широкие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь очень хорошо сполотилась бизнес и власть с привлечением бизнес-объединений, всех общественных объединений нашей республики, уполномоченного по защите прав предпринимателей, и был разработан достаточно широкий комплекс мер, направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Это меры не только прямой финансовой поддержки, это меры и налогового администрирования, и финансовой поддержки, имущественной поддержки, информационно-консультационных услуг и снижения административных барьеров, ну и также другие виды поддержки. Реализация всех этих мер позволила сохранить порядка 1500 рабочих мест, ну и, безусловно, привела к открытию появлению новых предпринимателей. Бизнес активно пошел в те ниши, которые были свободны, и пандемия их к этому подтолкнула. Активно у нас реализуется проект самозанятых граждан. За период чуть более года создано около 17 тысяч самозанятых граждан. Только в рамках прямой финансовой поддержки из средств республиканского бюджета было выделено 68 миллионов рублей на грантовую поддержку, а также субсидии. И из средств федерального бюджета в рамках национального проекта 26 миллионов рублей на выплату грантов предпринимателям, занятых в социальной сфере. Одним из важных направлений, особенно в рамках пандемии, являются информационно-консультационные услуги. Здесь особую роль мы отводим центру «Мой бизнес». В прошлом году мы продолжили открытие центров оказания услуг. На сегодняшний момент у нас центры оказания услуг открыты в 19 муниципальных образованиях, в том числе в 4 муниципальных образованиях в 2021 году. Услугами центра «Мой бизнес» воспользуются свыше 33 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведено около 2000 образовательных мероприятий, услугами которых воспользовались около 5000 человек. Финансовая поддержка – это также востребованный механизм в рамках пандемии. Услугами Фонда развития малого предпринимательства воспользовалось достаточно большое количество предпринимателей. Мы активно разрабатывали новые кредитные продукты, активно сотрудничали с банками и кредитными кооперативами для того, чтобы бизнесу были доступны более дешевые денежные средства. Хотелось бы отметить и работу портала малого и среднего предпринимательства. Наш портал по итогам 2021 года признан один из лучших порталов по информированию бизнеса в Российской Федерации. Меры налогового администрирования, которые были направлены на предпринимателей, безусловно, позволили подтолкнуть бизнес к тому, что он не был в стагнации, а продолжал развиваться, занимая все новые и новые ниши. Ну и тот задел, который у нас сделан, дает нам достаточный оптимизм на будущее. Уже к концу года мы также прогнозируем увеличение количества занятых в секторе малого и среднего предпринимательства. Пандемия дала очень хороший толчок для развития туризма. У нас, несмотря на закрытые границы, объем туристического потока в нашей республике, он практически сохранен на уровне до пандемии. Спасибо, Максим Геннадьевич, спасибо за детальный, четкий ответ. И следующее обращение у нас в адрес руководителя Департамента ветеринарии Республики Петра Лукича Петрова. Основные итоги работы Департамента ветеринарии. Как удалось обеспечить стабильность эпидобстановки? Добрый день, уважаемые жители нашей республики.
Ну, прежде всего, я хотел бы отметить эпизодическую обстановку нашей республики. В течение 2021 года у нас эпизодическая обстановка по республике стабильная. Трансграничных опасных заболеваний у нас не зарегистрировано. И, пользуясь моментом, я хотел бы передать слова благодарности нашим ветеринарным специалистам, которые днем и ночью работают во благо эпизодического благополучия нашей республики. Также хотелось бы отметить, что в 2021 году мы ликвидировали карантин ограничения заболеваний. Это в 46 неблагополучных пунктах. Там болезни были бруцеллез домашних северных оленей, лептоспироз лошадей, лептоспироз крупнорогатого скота, сальмонеллезный аборт кобыл, ну и чума плотоядных. Между тем, хотел бы, 2021 год у нас был прорывным, то есть мы разработали стратегию развития ветеринарной службы до 2030 года, который верно подметил заместитель руководителя правительства Республики Саха-Якутия Михаил Викторович. И также мы исполнили 3 персональных поручения Арсения Сергеевича, нашей главы нашей республики. Это, во-первых, мы ввели эксплуатацию склад для хранения лекарственных средств и препаратов ветеринарного применения. Также мы ввели в строй, построили дополнительный корпус виварий для лабораторных животных, где мы проводим лабораторные исследования, биологические пробы ставим для определения дифференциации инфекционных заболеваний. И третье у нас поручение было, это мы создали 2 социальных ролика, где мы показывали в прямом эфире НВК Саха и транслировали в центральных кинотеатрах нашего Якутска. Ну, тем самым мы перебиваем, чтобы наши владельцы животных заранее в сознании уже они должны знать правила обращения с животными. Задачей 2022 года у нас стоит это реализация стратегии государственной ветеринарной службы до 2030 года. И до 1 июля текущего года мы должны разработать и утвердить отдельную государственную программу, которая будет работать на 2023-2025 и плановый 2027 год. Главной задачей данной программы является увеличение заработной платы ветеринарных специалистов и укрепление материально-технической базы. Это имеется в виду приобретение автотранспорта, проведение реконструкции и постройка ветеринарных лечебниц и участков. Благодарю за внимание. Спасибо, спасибо. И напоминаю, что сегодняшний наш прямой телевизионный и радио прямой эфир является ключевым, но не единственным мероприятием комплекса целых мер, которые проходят в основном по линии ВКС-связи в рамках отчета правительства за 2021 год. И сегодня, еще раз говорю, телевизионный эфир с участием зампреда правительства, который курирует блок развития территорий. И вопросы можно было задавать на различных платформах и в предварительном режиме. И сегодня у нас через наш колл-центр поступает множество вопросов. Наш корреспондент даст предварительную оценку тех вопросов, тех проблем, которые интересуют якутян. Любовь? Работа в колл-центре кипит. По оценке работы информация будет дана в конце эфира. Вопросы и предложения продолжают поступать по всем отраслям. Как и ожидалось, одним из актуальных стал вопрос о бродячих собаках. Мы знаем, что в этом направлении была проведена работа согласно действующему закону. Зрителей и телезрителей, радиослушателей волнует вопрос, а что дальше? Примите, пожалуйста, первый вопрос. Дмитрий? Студия готова принять первый звонок наших зрителей. И самое главное, зрители готовы получить полный ответ. Говорите, вы в эфире. Тиен?
200 mikrorayonga sürbehis korpuska geri gücür olurun. Aha. Onun bastı iki uytulakpın. Bastıkta dediye suzdan jonu semmek direktörü olan kanlı aktak sollak direktörü jahayan olururuy. Tosta ulakın doğan astak solayatı da atı sola kimi yakınlarımın. İkihe bola solgular ağustı, altılı, üstü bolan kerenler pomoyasın ahan ve o suyu gartın hambarallar. Bu solgular tuz kahayınlar soğukku çoğukkan oldan kahayistığını kiniye sorunda sözcallarını. Kiniler tusta kahayınlarının bular kıldı bastı. Bu solgular emniyet olan kanlı aktak sollak direktörü ağın soğuttan kontrolürü. Tostak direktörü solayatı da atı sola kimi. Antın onu benim sanabın üldesterinin olun. Pensiyoner kabın kıyda asır oldu sende turabıt degi. Olin sasırdı tüyet bir stasyon sağalan kimde soğar çumpuğa sibehe salgına kökpünan kören kanın simen keleksin bağırabın. Onu mehedlerim pandemiyası kanyasın mehediydi psikologi sözki. Ona ıttarım ona solgularım. Ösü haltaran sol yüz, ösü trotuarı toru, ösü solu toru, trotuarı haltaranı hüldek. Semin balık even etemete. Bece sözcükler göpürüyordu tutun. O günden bana sorukta, kolukta. Öt kahayını kıstıyakta. Öt sözgü cek yolları. Pasportlanan, analistanan, tribükkalanan, soğukka çoğukka olurdan tuz bir kahayına koluktaktır. Onu bulat bir sözgü tavuzluğut. Nurot deputatları ol kahayını petnihim tokonunan begergeten Tostak direktörlerge ol tercihte salayatçıların ülelerin kontrolün gühürde kanadı. Hep идет Махтал. Я напомню нашим, вернее, на 203-м же ведь не только, скажем так, сахаязычное население проживает. Да, я сделаю краткий обзор вопроса. Пенсионерку из 203-го микрорайона интересует конкретика в части того, кто персонально ответственен за ограничение, скажем так, безнадзорных животных, не только собак. Прозвучали еще и лошади, которые терроризируют, скажем так, мусорные площадки 203-го микрорайона. Очень актуальный вопрос. Михаил Викторович, давайте мы получим от вас, либо от руководителей соответствующих ведомств. Бастатантуран Просковьяга бу бопроган улаханның макталыгынан баран бу проблема офсайнан республика барадынан Россия дүнен проблема боларын бетнен мен нучалы Петербин көңүлле. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что по безнадзорным животным сегодня полномочия, которые были определены законом 498 законом, они переданы на уровень муниципальных образований. Часть полномочий. Здесь я бы хотел именно акцентировать внимание, часть полномочий. Что касаемо, во-первых, бродячих собак. Ну, я в своем выступлении об этом сказал. Сегодня бродячие собаки, они по части отлова, стерилизации, вылова и кастрации, они полномочия переданы на уровень муниципального образования. Сегодня этим занимается городской округ город Якутск и, соответственно, муниципальное образование. А по городу Якутску, значит, непосредственно занимается СГХ, служба эксплуатации городским хозяйством, они ответственный орган от городского округа город Якутск, и значит, непосредственно с муниципальным образованием подписано соглашение, договора с благотворительным фондом «Помоги выжить», который находится на улице Чеченко, и там, в принципе, значит, у нас сегодня не приют, а пункт передержки собак, и там непосредственно вот отлавливают и привозят этих бродячих собак. Что касается лошадей, да, тоже по лошадям у нас по безнадзорным вообще животным переданы, значит, полномочия. Ну, это прерогатива, конечно же, местного самоуправления, они должны тоже с лошадьми тоже заниматься. Что касаемо строительства приютов, да, в прошлом году со стороны республиканского бюджета, со стороны других источников, и в том числе муниципальных источников, в частности, я говорю про город Якутск, не были предусмотрены на строительство приютов. Я бы хотел отметить, что некоторые муниципалитеты у нас сами за свои источники построили, по крайней мере, если не приюты, то, по крайней мере, пункты передержки. Поэтому, начиная с текущего года, мы планируем
начать финансирование, то есть выделять средства на софинансирование строительства муниципальных приютов. И в этом отношении вот в ближайшее время на сессии Государственного собрания, если утвердят, то будут выделены определенные средства, и мы, начиная с апреля месяца, собираемся, значит, выделять финансирование на строительство приютов. И вот в части законодательных, нормативных документов, ну, здесь бы хотел бы остановиться. Да, у нас в Якутске произошла трагедия, все об этом знают, не только у нас в Якутске, в республике, но и по всей Российской Федерации. И в этом направлении, значит, во-первых, хотел бы отметить, что под руководством того же инициатора Бурматова сегодня создана в Государственной Думе рабочая комиссия, где от нас участвует мэр города Якутска Евгений Николаевич Григорьев, значит, председатель постоянного комитета Госсобрания Тумен Нахонко Андрей Михайлович, ну и наш депутат Государственной Думы Галина Кентьевна Данчикова. И вот надеюсь, будут внесены изменения в этот злосчастный федеральный 498 закон. Ну и мы, не дожидаясь данных изменений в федеральный закон, на республиканском уровне приняли ряд таких нормативных документов, в том числе хотел бы отметить, это методические рекомендации по определению агрессивности животных, приказом Департамента ветеринарии утверждено. Далее приказом департамента утверждены методические рекомендации по определению численности безнадзорных животных без владельцев. Мы вынуждены это были сделать, хотя, значит, никаких методик в Российской Федерации нет. Ну и, соответственно, подготовили проекты постановлений нормативных документов о правилах содержания домашних животных на территории республики в части введения требований об обязательной регистрации домашних животных. Поэтому здесь парламент наш будет рассматривать, надеемся, в ближайшее время, и в Кодекс административных правонарушений тоже будут внесены изменения в части увеличения штрафных санкций именно вот тех нерадивых хозяев, которые будут нарушать законодательство. Спасибо. Спасибо. Мы готовы следующий звонок принять в нашу студию. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Филиппа Баланка. Вы в отчете сказали, что предпринимателей стало больше. Сколько налогов платят малый и средний бизнес бюджету республики? Я думаю, Максим Геннадьевич здесь ответит. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Действительно, малый и средний бизнес развивается. И согласно данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет нашей республики в год только от предпринимателей по специальным налоговым режимам оплачивается порядка 6 миллиардов рублей налоговых отчислений. 6 миллиардов рублей. Спасибо. Спасибо, Максим Геннадьевич. Мы дальше готовы принимать наши звонки в прямого эфира 320111. Наш колл-центр принимает звонки от граждан, населения республики. Следующий вопрос. Говорите. Алло? Да? Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слепцова Коломана Александровна, директор средней общеобразовательной школы города Среднеколымска имени Николая Ивановича Шарина. Да. Мы знаем, что в 2021 году приняты меры по государственной поддержке отдыха детей Арктики. Как этот проект будет реализовываться? Предусмотрено ли финансирование для летнего отдыха детей арктических улусов? Спасибо. И, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству республики, Государственному собранию Илтумен, Министерству по развитию Арктики и делам народов Севера, Министерству образования и науки за масштабную работу, утверждение программы «Дети Арктики» на федеральном уровне. Спасибо. Спасибо. Ну, надеюсь, здесь Владимир Николаевич, министр Арктики, ответит. Владимир Николаевич. Спасибо за вопрос, Коломана Александровна. Ну, как вы знаете, в прошлом году на федеральном уровне была поддержана программа «Дети Арктики». Она была поддержана и выделено в этом году финансовые средства. В республике будет выделено по детям Арктики 28 миллионов рублей. Это на оздоровление и выезд
детей и поддержка талантливых детей. Надеюсь, что мы в этом году, году с Министерством образования этот вопрос проработаем. И надеюсь, что в последующие годы, конечно, дети Арктики должны выезжать и оздоравливаться. Спасибо. Спасибо. Еще раз напоминаю, мы работаем в прямом эфире, и жители всей республики, в том числе и арктических районов, как наш предыдущий вопрос, готовы задавать свои вопросы, могут задавать свои вопросы и получить исчерпывающие ответы от руководителей исполнительных органов государственной власти, входящих в блок развития территории, которым руководит зампред правительства Михаил Никифоров. Следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Комплексное развитие сельских территорий ден программанын баасы сүрбей жылга ханық проекттар бәкетілер, онна бұл үлтөкке жылга ханық проекттар үліға бұлананалар иде. Это махтал. И просто ремарочку еще раз. Требования, вернее, пожелания наших телезрителей и радиослушателей. Жителя Мегина Кангаласского улуса интересует мероприятие по комплексному развитию сельских территорий. Михаил Викторович, давайте. Я надеюсь, что более подробно здесь ответит министр сельского хозяйства Александр Павлович Атласов. Александр Павлович. Так, мақтал вопрос еген. Тубы комплексная программа, комплексное развитие сельских территорий, дем программа екетігінші хүлбәғылттан атөлелер, бей республика вытыр. Ол өтір дойдырдынан онық федеральный программа ылылан тұрар. Бастықы ғыл екетігінші хүлбәғылға где-то 2 миллиард күрді сумалақ үйлі баран тұрар. Оныттан бұлырын bu аңадас федеральный бюджеттен миллиард 900 миллион, оны тағынан bu вине бюджетке түттен, олықтауақ жағалталар бәйлерін түлеріттен оғанлар где-то 2 миллиард 200 миллион әулі барды. Бұлырын опсая 12 улақан капитальный характердақ объекттар тұтылдан кейділер, ола бетер қаңалас ұлғығар улақан аңға тоғы местіләқ детский сад, чурапчыл ұлғығар әме, келянкаға әме, школа сад кейден тұрарды. Оны горны ұлғығар бәдігістәққа bu осветительный сооружение кирен турар. Он оттон түйет улахана биек газ тағын бапруғар. Бұл горный луғығар, оны чүріпчі луғығар кирен туралдар. Он оттон бейге бұлырыңы лылывыт бұланыр бұтын бартын толарды бұт, үпқатчы барта своеня барды. Оны тағынан арас мероприятияларынан бұл ученецке доғарды болуын, благоустройство дөттігер болуын, бардығыр оттан тәңгілі кәлі. Bu ümidi kırıncı hübbek kıhılgı olsaya federalini öttütten milyar 300 ütkaçı körülünne mannattın olsaya 13 ulağan kapitalini obyektleri ülağa keldirik təyakbet. Ola beter tüet jahla saat, tüet şkola diye bir kurduk. Onattan manı tahanan sportivный kompleksler, olavra suntar, селение тигер бассейнна спортивный комплекс tutuldan kirik tək. Это приходящий век бұғытнан бұл үлетөтіміктен ектәк. Онуттан арас мероприятияларынан иметтен үлелер барықтақтар. Онуттан мен әтеметі бұл программа сығылы ғыруға дейін бұл бейгі сүрін тыға қайшының сайдытын программатын күтті жүрелер. Ол өтер бұл тыға әрігер олықтау жоңа тыға қайшының жарықтанар жоңа тыға әрі олыра жонырғы бұл сөпте осылуғаны тәрейі болар. Онуттан еті чәтчетінен білген тыға қайшының министерстве үлені ғытар. Спасибо, Александр Павлович. И из уст министра сельского хозяйства, который выступает ответственным за программу развития сельских территорий, прозвучал комментарий по тем мерам, которые принимаются именно в рамках этой программы. В частности, прозвучала цифра 1 миллиард 300 миллионов рублей, предусмотренных по данному направлению на 2022 год, особенно в части развития инфраструктуры. Это касается 13 объектов инфраструктуры в сельских районах. И следующий вопрос, который мы готовы принять из нашего колл-центра. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здорово. Меня зовут Андреева Сардана Юрьевна. Я из города Нюрба. У меня такой вопрос. В этом году на развитие агропромышленного комплекса республики предусмотрена рекордная сумма 12,5 миллиардов рублей.
Об этом в ежегодном послании говорил глава Якутии Алексей Николаев. Ну как будет распределена эта сумма и на какие виды поддержки будет распределена? Вот у меня такой вопрос. Да, спасибо, Сардана Юрьевна. Значит, ну, я бы хотел начать сперва, а потом передать, чтобы Александр Павлович закончил. Хотел бы здесь остановиться на том, что действительно 2022 год по части финансирования сельского хозяйства, конечно, уникальный год будет. Мы считаем, что здесь очень большую помощь оказал, не то что помощь, а вообще поддержку оказывает глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Здесь бы хотел бы отметить и поддержку наших депутатов Государственного собрания Илтумен в части поддержки именно села. И вот беспрецедентная сумма, которая предусмотрена в направлении сельское хозяйство, она, естественно, повысит доходность наших селян. В первую очередь. Второе, повысит производительность наших сельских товаропроизводителей. Ну, считаю, что самый главный вопрос – это создание рабочих мест и значит, увеличение доходности наших селян. Александр Павлович, пожалуйста. Да, действительно, в этом году по линии Минсельхоза, по программе развития сельского хозяйства предусмотрено 12 миллиардов 560 миллионов рублей. Это впервые последние 3 года, можно сказать, мы стартуем этот год, финансовый год, с такими суммами. Да? Да, вот из этих средств где-то 57%, это в порядке 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Эти деньги в виде субвенций будут направлены районам. Это для выполнения государственных полномочий, по переданным полномочиям. Эти деньги будут направляться на табунное коневодство, на переработку, на заготовку молока, на поголовье крупного рогатого скота. Также для развития северных традиционных отраслей, это именно по оленеводству. Если взять по мероприятиям, допустим, по табунному коневодству, мы увеличили в этом году субсидии на голову 2 раза. Это, как вы все знаете, на одну голову мы предусматривали 1500 рублей. С этого года мы подняли до 3000 рублей. Это первый момент. Второй момент по оленеводству, тоже по зависимости по группам зон, да, тоже на поголовье оленей мы где-то в среднем по 800 рублей тоже увеличили. Это в порядке 6000 рублей, в зависимости от группы зон. Далее, вот я уже озвучил, вот по переданным полномочиям на заготовку сельхозпродукции 214 миллионов рублей будут направляться тоже по субвенциям. Да? Кроме того, в порядке 500 миллионов рублей эти деньги будут направляться на обновление материально-технической базы пищевого комплекса, птицефабрик, далее строительство конебаз, саилыков. И один из таких направлений – это строительство живкомплексов, предусмотрено в порядке 180 миллионов рублей. Так, и кроме того, тоже было сейчас во время выступления Михаила Викторовича тоже было озвучено, это в порядке 1 100 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены фонд развития АПК. Это для выдачи заемных средств нашим сельхозтоваропроизводителям на сезонные работы, на весенние полевые работы, на заготовку сельхозпродукции, на строительство крупных сельхозобъектов и также на обновление материально-технической базы. Вот такие направления в этом году предусмотрены по нашей линии, вот, по программе развития сельского хозяйства. Мы этот год впервые вот с такой суммой начинаем этот год, финансовый год. Успехов вам в текущем году. И следующий вопрос с нашего колл-центра мы готовы принять в студию. Говорите, вы в эфире. Алло? Здорово. Здорово. Мария Хлебцова, Дикутской корты.
маннык ыйтылакпын. Отугулустарга саңарылыбыт торгово-логистический кинер сөйдерин көрдөттүлөр. Онна сагы кинер тутулуктары доди. Мактал. Махтал. И немножко, не то что перевод, ремарочка, да? Насколько оправданы меры по развитию торгово-логистических центров в арктических улусов? Это интересуется жительница Якутска. Бастатан туран вопрос им мақтал кыджиктаганы эти торгово-логистические кинер тутулан сагаланылара бу котолустарга самай отобиге кетеспит онна турусубу вопростар буттан министре болар. Бу министерство Арктики эти вопросы туран билеген уже проект быгытнан олоққа үлелән кирен бараныр. Өте либитин курдук сүдбебе сылгадылы беге бары коту он арктический районага барадыры торгово-логистический кине тутан килдерих тақпет. Ол курдук бу Владимир Николаевич эти тигер эбенетер боллаққа вовсайнын федеральный бюджеттен бу Министерство Дальнего Востока өттүттен бу 3 сылга вовсая барыта миллиард кереңе сумманы үп катчы бу федеральный үбүләһен көрүлгән. Бу объекттар барта тутулган кирихтәхтер. Онтон эффективнен суан оттон мен бу Владимир Николаевич эппеттедим. Көрдөм. Владимир Николаевич. Мария Бапронин лоха мактал. Вовсайнате Михаил Викторович это нахарда бу торгово-логистический центрда ден тохтары диребе поллаха. Бу саңа современный этер боллаха магахыннах ити онна тымны складтардах онна бир улахана ден бу овощехранилищалах болар. Бихи хотугулустарга тагастагытнан Якут Аптор компания үлелир. Кини урукку агон сылларда, хеттон сылларда урукку складтара барта эргерен билеген хотугулустарга бихиха саңа бу кендики хылларга тутуллу батактыра. Онан бу торгово-логистический центрдыр эти проектын оран хаңа тутууна хагалатыбыз. Ден марын кепсәппит, эти именно бу тахагахы ахы үйөлі жоңғы терден хранигынан үшөе качестволах тахарарга. Оны холовра эти икки торгово-логистический центр былырын тутулуыттан 500 тоннанан әлбәқ оғыры таха кирен бу хотугулустар жоңығар хәргетігер терділі біте. Уру холовра бігеге бу удан 100 тоннаны иджан качері боллақ бітна бу икки торгово-логистический центр тутулуыта бу 500 тонна әлбәқ ас тиен тұрар. Onun tahından xuluvra iti marın kapsinin libitин kurduk федеральный бюджеттен, федеральный министерство Дальнего Востока, Арктика хадиты министерство это үпкөрен бу бихеха улахан задачаны туран турар. Бихе шүбе 5 сылгадылы бары хотугулустарга маннык торгово-логистический центрдары тутан килдер яхтаяқпет. Спасибо, Владимир Николаевич. Еще одна ремарка для тех зрителей, радиослушателей, которые смотрят наш эфир, интересуются. Порядка миллиарда из федеральных источников предусмотрено на развитие торгово-логистических центров. А оправданы ли они? Из речи Владимира Николаевича прозвучала цифра, то, что строительство, ввод в эксплуатацию всего лишь 2 торгово-логистических центров обеспечило увеличение на 500 тонн. Это 500 плюс 500 тонн продовольствия плюс 500 тонн снаряжения. Овощей. В первую очередь. В первую очередь. Поэтому, здесь, скажем так, если включить логику, безусловно. И дальнейшее расширение этих торгово-логистических центров – это требование просто времени. Следующий вопрос из нашего колл-центра. Говорите вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Это Кузьмина Татьяна с города Якутска. У меня такой вопрос. В каком виде будет продолжена государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Якутии? Спасибо. Все, спасибо. Спасибо, Татьяна, за вопрос. Я тоже начну. Буквально на днях у нас было совещание на уровне главы Республики Арсения Сергеевича по вопросам именно как раз малого и среднего предпринимательства. Участвовали наши общественные организации, уполномоченные по правам предпринимателей, и, соответственно, члены Координационного совета по предпринимательству. И здесь хотел бы отметить, глава республики и в части поддержки малого и среднего предпринимательства действительно оказывает очень большое внимание. И вот я бы хотел, чтобы Максим Геннадьевич добавил, какие меры поддержки нас ожидают в 2022 году.
В этом году поддержка у нас продолжится по двум основным направлениям. В рамках национального проекта, федерального национального проекта, у нас продолжится оказание услуг, комплексных услуг по линии Центра «Мой бизнес», Центра инжиниринга Республики Саха-Якутия, а также Центра поддержки экспорта Республики Саха-Якутия для наших предпринимателей. Также будут оказаны меры финансовой, грантовой поддержки социальным предпринимателям. В прошлом году более 20 миллионов рублей на эти цели были направлены. В этом году это чуть более 10 миллионов рублей. Также в рамках государственной программы развития предпринимательства на текущий год у нас предусмотрены средства на финансовую поддержку местных товаропроизводителей, грантовую поддержку предпринимателей, занятых в туристской сфере. Спасибо, Максим Геннадьевич. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и очень много обращений, звонков в наш колл-центр, как передают наши коллеги. Те вопросы, которые не успеют прозвучать или просто не будут иметь технической возможности, они обязательно будут приняты не на обработку, на решение даже, получается, тем блоком, которым руководит Михаил Викторович Никифоров, зампред правительства республики. И мы готовы следующий вопрос принять в нашу студию. Говорите. Говорите, здравствуйте. Да. Алло. Игиллер да. Игиллер. Мен хамыл тоқтыртын далия тийтик. Ага. Бұл ыйкыллақпын. Бұлығым сақан ағад ден котын тұтуты проекттер бағылыра ден. Онна қас котын түйетіп оғы тұтылуына ден ыйсықпын бағарабын. Онна сақан ағын ийтеп чағына бейдейлер жыңы тоққыме бар болуын сөбейдер. Сұра сақылы қанына ақына құдын әлбетер бітер боғатылы барат доден ыйтап. Это махтал Наталью из села Техтюрмегина Кангаласского интересует, на какое поголовье рассчитаны те коровники, которые введены в прошлом году, и оказываются ли меры поддержки для тех фермеров, которые занимаются исконными породами, местными породами крупного рогатого скота. Так, это Натальяга мақтал вопрос еген, это бастатан тура мен сағалуы, мен бұл сақа ұнағын сақа сиригер, это беге анан менен государственный территорит сақа ұнаға ден қағыны территорит халаян илен сағалан. Үләді қамны жауыд беге аспыт сылыңға бұл территория игінен. Үс қотону тұтан келдер дебіт, ол күрдік манлық өлелер дәрші бұрықтақпы. Беге президент Илдар Хамыт ұяға, 232 ұяғар оқсайынан 2-тінші сүрбе 4 сылғадылы определенный манлық параметрдер, критерийдер көрілен тұралар. Оны беге толарырға үлі қамнасы етіп өтті. Жа конкретно бұл төхетін қайдаған Александр Павлович әбей әпеттіға. Александр Павлович. Сақанаға қағаны тәрелтеті тәрелі бітек кехіл болды, толыры кехілін үлән кәлі, бары білергіп болды. Бұйыннен қолыбыра бір тәрелті бұғытынан олы өтер хударсыванна учреждения сақа ғарыплемден тәрелтехінен үлі әбіті. Онытты бейі Илдар Хамыт Айсен Сергеевич бұға жағал тағаран, қолыбыра бұл производствоны онына білем деланы араран бұл манды қағаны тәрелтетін тәрие қаден. Тәрелден тұрар бұл тәрелті, оныттан әтеметі бұл екі ғыл ұстатын тұқары хетті хүстібіға ананан қотан тұтылуына. Олы бәтер мені ұлығығар сүлдікерге 200 местелі тастақ сиригер намылығығар тастаққа 105 местелі тұтылдан кейді бұлырын қолыбыра бұл мәң ағалас өргеннәқтен сергеме 100 местелі тұтылдан кейді Нұрбалығығар аканаға 100 местелі тұтылдан кейді онына әме бұл тастаққа 100 местелі бұл үттет сүйіге дейін әме бұл маңдық тұтылдан кейділер. Онытты бұл кәне 2 ғылғылыған қамсағын тағысты. Оныттан көддірулері дағаны қоғаны хоқ. Бұл кәне 2 ғылға ұлаты бара тұрар. Қолыбыры бұл аспы сылға тәбәқ сағаны сақын ағар осыны республикөлінен 2-300 кетейді. Ол бәтір 12 ағар бірігінен үрдәті. Онытты бұл ұғанырын аға 900 Чебиенче төбе болды, ола ветерме бұлырыңы 2-ші хүлбі ғылғытты тәңнәтіққа оны саңар бірігінен емелатты. Онын ені көттігер кәскілі, онтан бұл құлывыры бейділен иттер жонларға ден, еті бұл пұроскі бітігер әпеттем еті. Бейхі бұл хударсывына қағына тәрілтетін тағына
туохтар баллар, базовый кахайстволар баллар. Республикаден бу манаттан сетте багана кахайство бар. Бу баларга бияка бу бюджет өттүттен бир төбөтүгөр колбора булырын аспысылга бу саханаган ититигерден көрүтүгөр иститиге хүлбебестигинче көрүлүбүтө. Быйыл беге бу улаатнарамыт хаз биддинакка бу 35 тигинчага улаатнардыбыт. Онон бу бехефеле туохтар бут базовый кахайстволар сайдылырга эме бу улакан төһүкүс болужан ханыбыт. Онтан бидилен итердөнөргө олар бу кете кахайство буллана опсай бу саңа механизмга олорон этинник үпкачы тиер төбөтүгөр. Онто колбора үт туттарар булактына бу терехне кахайство буллана үт нөңүө отон бу көмөнүлөр. Инник тем бу харан этеген. Это Махтал Александр Павлович. И для наших зрителей, которые также интересуются вопросами развития местных пород крупного рогатого скота, Александр Павлович Атласов рассказал о тех мерах, которые планируются до 2024 года. И, в частности, если прозвучали цифры, то прирост за 2 года составил 2400 единиц. Это абсолютных цифрах, то есть порядка 12-13% в данном направлении. И я еще раз говорю, у нас колл-центр работает по нескольким каналам связи, и устный вопрос приходит, передают наши коллеги. Вопрос звучит таким образом. Вот время пандемийное, но алкомаркеты плодятся вокруг с ужасающей скоростью. Но активных жителей республики, сознательных жителей республики не может не волновать этот вопрос. То есть, с одной стороны, вроде поддержка предпринимательства, с другой стороны, какое-то социальное зло. В этом направлении. Вот, Михаил Викторович. Ну, давайте я тоже начну. Данный вопрос он у нас очень тоже актуальный в том плане, что действительно здесь, как говорится, выбрать или то, или другое. Поэтому данный вопрос даже рассматривался несколько раз. В том числе вы все об этом знаете, на уровне Государственного собрания Илтумен, по поводу, значит, увеличения количества, по поводу ограничения времени, по поводу закона об ограничении вообще продажи в населенных пунктах. Вот эти все вопросы, они рассматриваются. Тем более в городском округе города Якутска вопрос сейчас актуален, как мне известно, вопрос о прилегающей территории, поэтому здесь тоже предпринимательское сообщество совместно с городским округом тоже здесь прорабатываются вопросы. Ну, а хотел бы здесь, чтобы меня дополнил Максим Геннадьевич Карбушев, исполняющий обязанности министра предпринимательства. Максим Геннадьевич, непростой очень вопрос. Ну да, активно общественность, в первую очередь в городе Якутске, этот вопрос обсуждает. Ну, здесь хотелось бы отметить необходимость обратить внимание на муниципалитет, да, то есть потому что те методы подсчета расстояния от социальных объектов, это устанавливается на уровне муниципальных образований. В то же время мы как регулирующий орган, который выдает лицензию на реализацию алкогольной продукции на территории нашей республики, полностью проверяем соблюдение федерального законодательства действующими лицензиатами, либо предпринимателями, которые желают получить лицензию. Периодически проводим контрольные проверки. Есть у нас случаи и отзыва лицензии за нарушение законодательства в сфере алкогольного регулирования. Спасибо, Максим Геннадьевич. И мы, хоть и ограничены во времени, но не можем не набрать максимальное количество звонков в наш колл-центр. Завершающий, наверное, звонок, после чего мы приступим к итоговой части. Говорите вы в эфире. Браво. Нам всего сутенерей келдим. Була кас курса итәргән авыд. Оны то бит кеме бар болуду хукты. То нас сөйлөй сылгыны көмөлөрлөр андык карамайдагы көмөлөктөр дит стартап текөтөн септо дит. Отличный вопрос, по-моему, да. Какие меры предусматриваются для поддержки птицеводства? Вот для КРС предусмотрено, для коневодства предусмотрено, чем птицы хуже других видов сельскохозяйственных животных? Так, Александр Павлович, новое наше направление. Вопрос именно быстрораспилка тюркидде.
Холоробу табиге правительства председателя Андрей Владимирович Тарасенко по вопросу метом был рынок танкотовар, был рынок вопрос улахан дюльга турбута, уняха турбута ол тюмигнен бегеттон правительства уран тахаран турбут, был рынок. Бу урауттан был рынок левите, бюджеты туттанып качы көрүлүбүтө холора бүлүү беле улустаргар бу именно транспортный расходун, уанна комбикорум расходун бу туох көтөр сибинне расходун холора сүз бирген уйнавытчен, уанна котулустарга, артиллерийский улустарга, он то бу центральный заречный улустарга бегем биргеннак, он расходу сабы туга ура атаккан турар. Ол онан тон кекке улустар туга мыттыра. Бу программа быйыл эмелүүлега маннатон бихе быты хайсытын сайдытын программа тыр эме үпкөрүлдөн турар. Ити бире кихине мылагана билеген оттон эме бу буквально гая конуктагата эме муня колон турар. Бу маннату бихеме эти выгытна килдер биппит. Базовый хайсылары тери бопрогугар. Онаттон пока пилотный курдук алттаген түйет алтта базовый хайсыны теригеннук үлләһә дип. Онно маннаттан үпкатчы вопростары тураллар. Маннаттан эмелле якпит. Оннаттан бу агростартап, оны семейное фермерское хозяйство программаларыгар бу направлениялар эме балдар. Оннаттан бу халанан ихе отбордорго конкурстарга кыттангыт бизнес планын көмүскөн маннаттан эме үлле якынчы. Махтал Александр Павлович, я просто хочу напомнить, что прозвучал вопрос для наших зрителей, радиослушателей о мерах поддержки по развитию птицеводства. И в ответе Александра Павловича, министра сельского хозяйства, прозвучало о том, что кроме базовой поддержки, да, то есть, вернее, крупных предприятий, должны быть 4-6 крупных базовых предприятий, которые обеспечивают птицеводство. Помимо этого, для частных хозяйств, для фермеров предусмотрены покрытие расходов на приобретение поголовья вплоть до 50%. По-моему, все цифры абсолютно, скажем так, логичны и понятны. И мы завершаем наш сегодняшний эфир. Мы должны подвести итоги. Михаил Викторович, давайте мы, прежде чем приступить к итоговому выступлению вашему, послушаем наш колл-центр. Любовь, краткая оценка тех вопросов, которые сегодня поступали в адрес нашего блока развития территорий. Да, Дмитрий, вопросы все еще продолжают поступать, и мы подвели предварительный итог. К нам поступило более 80 вопросов. Судя по предложениям и пожеланиям, население высоко оценивает работу правительства по этому блоку. Есть предложения и вопросы, которые мы не успели озвучить в прямом эфире. Они все будут переданы соответствующим руководителям. Дмитрий? Спасибо, коллега. И Михаил Викторович. Ну, значит, 22-й год для нашего блока, конечно же, год очень такой серьезный год. Во-первых, хотел бы по сельскому хозяйству отметить, что в этом году у нас столетие со дня образования Министерства сельского хозяйства, юбилейные мероприятия мы должны провести на высоком организационном уровне. Реализация второго этапа новых механизмов господдержки сельского хозяйства. Третье, мы должны обеспечить рост производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2021 годом на 1-2%. Ну и, соответственно, значит, мы должны обеспечить увеличение доходности сельского населения в наших муниципальных образованиях. По ветеринарии у нас задача ясная, стратегия у нас практически согласована. Мы стратегию развития ветеринарной службы до 2030 года должны начать реализовывать. Новая госпрограмма должна быть. Мы до 1 июля должны его утвердить. Ну и, соответственно, самый главный вопрос – это контроль и эпизодическая ситуация на территории Республики Саха-Якутия. И не забываем, что 125 лет у нас создания ветеринарной службы. По развитию Арктики у нас задача ясная. Мы дальше строим торгово-логистические центры, обеспечить должны детей отдыхом и оздоровлением, согласно программе «Дети Арктики». Значит, обеспечить чистую
чистоту Арктики. В этом «Чистая Арктика» у нас программа сейчас работает, и мы в этом направлении будем работать. Ну и по предпринимательству хотел бы отметить, что мы должны опять же реализовать национальный проект малого и среднего предпринимательства, увеличить поддержку, государственную поддержку и другие меры поддержки по малому и среднему предпринимательству, должны увеличить туристический поток в Республику Саха-Якутия. Ну, соответственно, все меры поддержки, которые у нас есть, по всем направлениям мы должны обеспечить. Ну и самое главное, значит, год юбилейный столетия, поэтому мы должны достойно встретить столетие нашей республики. Большая ответственность, согласитесь, большая ответственность. Я благодарю всех коллег, всех руководителей органов исполнительной государственной власти за плодотворную работу в сегодняшнем отчете правительства. Сегодня, напоминаю, в прямом эфире отчет правительства по блоку развития территории, и руководит которым зампред правительства Михаил Викторович Никифоров. И напоминаю, что следующая неделя будет завершающая, председатель правительства будет со всеми зампредами проводить отчет правительства, итоговый отчет правительства. Увидимся ровно через неделю. Спасибо всем. Оставайтесь на связи.